18 мая 1944-го, 5 часов утра. В дверь упорно постучали. В дом зашел солдат, сообщил нам о депортации. «Вы собрались? Время истекло. Скорее собирайтесь и выходите», — приказал он. Наша семья из 6 человек начала собирать вещи и складывать их в мешок. В первую очередь, взяв Коран и четки, во двор вышла мать. За ней последовала моя младшая сестра Шевкие, которая держала в руках чайник и чашку. Остальные члены семьи взяли все, что могли унести. В таком составе мать с Кораном в руках, а за ней 5 детей, мы пошли в Ореховую рощу. По улицам шли сотни стариков, детей, хромых и слепых, как и мы. Кто-то прихватил с собой одеяло, у кого в мешке был хлеб или мука, некоторые завернули в мешковину одежду, детские вещи, обувь, котелки, кастрюли. В руках некоторых детей были книги, бутылочки с чернилами, настольные лампы. Взрослые взяли на спины огромные мешки. Согнувшись вдвое, они шли впереди. Некоторые дети босиком или без носков, но в калошах, они не успевали за взрослыми, падали, вставали и с громким плачем бежали вперед. А на улицах осколки от бутылок, которые выпали из детских рук, разлитое вишневое, смородиновое, айвовое варенье или рассыпаны сухофрукты.